В России, а значит и в Башкортостане, начался набор в войска беспилотных систем. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии Сергей Роденко, начальник пункта отбора на военную службу по контракту Республики Башкортостан. Сергей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Роза. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сергей Александрович, мы сегодня с вами обсуждаем о том, что сегодня начался отбор в войска БПЛА, скажем так. Все уже понимают эту аббревиатуру. Но вроде бы периодически мы с вами эту тему обсуждали, что идет набор. А вот сейчас начался более масштабный и серьезный отбор. Почему? Потому что принято решение о формировании нового рода войск Вооруженных сил Российской Федерации. Это войска беспилотных систем. Специалистов на подобные воинские должности мы отбирали давно, но это было точечно. Мы даже формировали уже в каком-то объеме и подразделения беспилотных систем. Но вот реалии сегодняшних условий, условия проведения специальной военной операции, будущая безопасность Российской Федерации, те задачи, которые ставятся перед вооруженными силами, оно диктует необходимость создания именно таких подразделений в массовом порядке. Поэтому принято решение о формировании войск беспилотных систем. То есть это будет гораздо больше по численности и более системный подход? Да, это целый род войск. Сергей Александрович, кого принимают? Мы принимаем граждан мужского пола на сегодняшний день в возрасте от 18 до 45 лет, желающих проходить службу в новом перспективном роде Вооруженных сил Российской Федерации. Какие требования? В первую очередь требования это по возрасту от 18 до 45 лет. Для операторов дронов от 18 до 35 лет. Возраст обусловлен возможностью и необходимостью подготовки, так как Министерство обороны берет на себя обязательство сразу же после заключения контракта обучить военнослужащего военно-учетной специальности в одном из учебных центров Министерства обороны. Конечно же, приветствуется наличие каких-то знаний, умений или образования в области робототехники, управления дронами, электромеханики, электроники, программирования. Но в первую очередь, конечно же, важен возраст, так как более молодые люди, они имеют большую способность к обучению, всему необходимому Министерство обороны научит. То есть будет какой-то предшествовать процесс подготовки. Вот вы уже сказали о том, что будет обучение. Сколько оно будет длиться? Обучение рассчитано на 2 месяца. Первых наших земляков для формирования беспилотных систем мы уже направляли в декабре 2025 года. На сегодняшний день они проходят обучение на одном из полигонов учебного центра Министерства обороны. И сейчас вот мы направляем наших ребят также на один из полигонов вооруженных сил, где они в обязательном порядке будут в течение 2 месяцев проходить подготовку под руководством опытнейших инструкторов, которые имеют большой опыт применения беспилотных систем, соответственно, специалисты, операторы беспилотных систем. В чем особенности службы в войсках БПЛА? Это льготы и гарантии, которые предоставляет Министерство обороны для военнослужащих войск беспилотных систем. Но все эти военнослужащие, так же как и любые другие контрактники, они, естественно, пользуются всеми льготами и гарантиями государства и Республики Башкортостан, также в части оказания региональной стимулирующей выплаты при заключении контракта. Но есть особенности, и данные нюансы, они прописаны в контракте, соответственно, этот документ подписывается как гражданином, так и должностным лицом со стороны Министерства обороны. И в чем особенность? Министерство обороны берет на себя ряд обязательств перед военнослужащим беспилотных систем. Первое – это возможность проходить военную службу на воинских должностях, только на воинских должностях беспилотных систем, без перевода, без согласия военнослужащего на какие-то другие воинские должности, в другие подразделения. Также, как я уже сказал выше, это обучение
обучение сразу же после заключения контракта на военно-учетную специальность. Это дополнительные материальные выплаты за эффективность применения беспилотных систем в зоне специальной военной операции. Это от 50 до 500 тысяч рублей в зависимости от типа вооружения или техники противника, уничтоженного данным оператором дронов. И что, наверное, самое главное, ну, по крайней мере, новое при заключении контракта, это возможность военнослужащему уволиться после окончания срока контракта, если он не желает в дальнейшем проходить военную службу. Вот служба этих войск где проходит? Вблизи передовой или вот подальше? Вот есть какие-то такие моменты? Ну, все мы с вами знаем вот весь вот этот видеоконтент, да, который проходит в новостных лентах, где-то в различного рода телеграм-каналах, это по большому счету именно контент, полученный от специалистов беспилотных систем. И специфика выполнения задач, конечно же, позволяет им находиться не на линии боевого соприкосновения. И, кроме того, все беспилотные системы, они различного типа, соответственно, и различной дальности применения. Но специалист беспилотных систем, он, конечно же, не находится на первой линии, он осуществляет свои задачи где-то из тыловых районов в зависимости от того типа дрона, типа беспилотных систем, которым он управляет. Но для этого, разумеется, нужно пройти очень четко обучение, чтобы понимать схему управления именно вот этими вот машинами, оборудованием. Там очень хорошие инструктора, специалисты, которые всему научат. Вы озвучили возрастные рамки от 18 до 45 лет. Если от 18 лет, то это потенциально студенты. Допустим, вот сейчас вот студент учится в вузе. Если он готов подписать контракт, на каких условиях он подпишет? Прерывается ли за это время учебы? Или вот какие условия есть? У него есть возможность взять академический отпуск для прохождения военной службы по контракту. Соответственно, в случае через год, если он не пожелает заключать новый контракт, он будет уволен по окончанию срока контракта, он возвращается в высшее учебное заведение и продолжает свое обучение. Но тут есть один нюанс. То есть, если он был на коммерческом обучении, у него есть право и обязанность учебного заведения перевести его на бюджет. Кроме того, соответственно, данный студент, он уже, это не студент, это уже военнослужащий, участник специальной военной операции с государственными наградами, с льготами, пользующийся уже гарантиями государства, как ветеран боевых действий, как участник специальной военной операции. И вот это обстоятельство, что Министерство обороны берет на себя обязательство уволить гражданина по окончанию срока контракта, будут созданы такие условия, что большинство из тех, кто заключит контракт в частях беспилотных систем, я думаю, у них не будет желания через год уволиться. О каких условиях вы говорите? Еще раз проговорим. Во-первых, это на сегодняшний день самое перспективное направление в развитии вооруженных сил. Это дает кадровые возможности военнослужащему сделать карьеру в вооруженных силах Российской Федерации. Кроме того, это подготовка. Это подготовка серьезная, которую, наверное, какое-либо гражданское заведение не способно на сегодняшний день дать. И, соответственно, это статус участника специальной военной операции и в дальнейшем льготы и социальные гарантии государства. То есть полный пакет льгот, который сейчас есть у нас у участников и ветеранов СВО, который также применяется и к семьям, также будет распространяться и на тех, кто подпишет сейчас контракт для войска беспилотных систем. Все верно? Да, конечно же, это военнослужащие по контракту, так же, как любой военнослужащий в любом другом подразделении. Сергей Александрович, вы говорили уже, что в декабре отправляли группу ребят, которые сейчас проходят обучение длится 2 месяца. Были случаи, когда, допустим, возвращались, не понимали, не могли понять, как управлять БПЛА? Есть такие моменты? Нет, случаев возврата, к счастью, нет. Направлению военнослужащих предшествует отбор.
То есть мы отбираем, исходя из тех требований, которые предъявляют беспилотные системы. По прибытии в учебные центры дополнительно проводится профессионально-психологический отбор с данными кандидатами на должности беспилотных систем. То есть одного желания гражданина проходить службу в ВПЛА недостаточно, он должен соответствовать требованиям. Сергей Александрович, куда нужно обратиться для того, чтобы подписать контракт для службы в войсках БПЛА? Все стандартно. Можно обратиться в военный комиссариат по месту жительства, в администрацию, в органы местного самоуправления или напрямую в пункт отбора на улицу Революционную, 156. Кроме того, у нас действует короткий номер Центра управления республикой для всех желающих задать какой-либо вопрос или поступить на военную службу по контракту. Этот номер 122. Сергей Александрович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали нюансы именно для тех, кто хотел бы подписать контракт на военную службу. В частности, сейчас, напомню, еще раз начался отбор в войска беспилотных систем. Проходить сколько он будет? Есть какие-то временные ограничения? Он будет проходить постоянно. Еще раз хочу повториться, мы начинаем формировать новый род вооруженных сил Российской Федерации, поэтому он будет проходить постоянно. Но в течение этого года мы будем очень активно отбирать и направлять туда кандидатов для прохождения военной службы. Спасибо огромное. Спасибо вам. Это была программа «Интервью». На наши вопросы ответил Сергей Роденко, начальник пункта отбора на военную службу по контракту Республики Башкортостан. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.